Архитектурный ансамбль Уфимской Черниковки включен в перечень объектов культурного наследия. Речь идет о зданиях в северной части столицы, от кинотеатра «Победа» до дворца Орджоникидзе. Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим с начальником управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкортостана Салаватом Кулбахтиным. Салават Назирович, здравствуйте. Здравствуйте. Салават Назирович, расскажите, пожалуйста, о планах по реставрации домов в северной части столицы. Сколько это будет объектов и какие сейчас, я имею в виду, в каком состоянии они сейчас находятся? Ну, следует отметить, что в Черниковке, или город Черниковск, как прежде было признано, насчитывается порядка 160 объектов культурного наследия в статусе выявленном. И именно такое решение правительства Республики Башкортостан и нашего управления, соответственно, мы выходили с инициативой, и премьер-министр правительства Андрей Геннадьевич Назаров поддержал эту инициативу создать достопримечательное место. Это отдельный самостоятельный объект культурного наследия, который будет включать все эти здания именно в виде предмета охраны этого достопримечательного места. Что это даст? Это даст возможность проведения капитальных ремонтов объектов, входящие в достопримечательное место. Также это позволит для повседневного, ежегодного, систематического содержания объектов, ну и проведения капитальных работ, связанных с сетями, будь это дорога, будь это теплосети. На сегодняшний день это является или являлось большой проблемой. В перспективе, конечно, у нас окончательно его включить в реестр как регионального значения достопримечательное место. И это по нашим планам запланировано в ближайшее время буквально. Что хотелось бы отметить, то, что данное достопримечательное место – это не типовое решение, не традиционное решение в части сохранения объектов культурного наследия. Но и здесь мы пошли таким путем, что не только архитектурные объекты включены в качестве предмета охраны, но и линейное расположение улиц. Если мы посмотрим с высоты птичьего полета именно в районе ДК Орджоникидзе, мы с вами увидим такой некий образ курая, цветка курая, хотя объект реализовывался в 50-х годах прошлого столетия. Поэтому именно вот это расположение улиц, оно также будет предметом охраны. Поэтому мы считаем, что это хорошее решение, это нетрадиционное решение, которое вдохнет новую жизнь в именно микрорайон Черниковка. Вот говоря о других объектах, в прошлом году, мы с вами знаем, было 450-летие Уфы, и было немало объектов отреставрировано в историческом центре. Расскажите, какое количество объектов и что было все-таки сделано? Я бы хотел такую небольшую ремарку вставить, по той причине, что город Уфа, или в городе Уфе, большая концентрация объектов культурного наследия. Их порядком почти 1000. Из них около 350 объектов – это объекты архитектуры. И мы прекрасно понимаем, что реализовать тот замысел, который был у главы республики Ради Фаритовича, это амбициозная постановка задачи, но, тем не менее, реализовано в рамках празднования 450-летия было то, что порядком 30 объектов культурного наследия были отреставрированы. Здесь следует отметить, что первые шаги были сделаны муниципалитетом или администрацией города Уфы. Также большую лепту внес бюджет Республики Башкортостан. И многие объекты стали первыми реализовываться именно в рамках реставрационных работ. А уже вот этот яркий пример, вот это событие, предшествующее в виде 450-летия нашей столицы, подтолкнуло и других собственников объектов культурного наследия также приступить к реставрационным работам. Проблемы существовали, но мы подошли комплексно к реализации по той причине, что какие-то объекты были не наделены достаточными нормативными правовыми актами. Не были утверждены предметы охраны или отсутствовали какие-то другие
атрибуты, касающиеся объектов культурного наследия. Но подойдя планомерно и заблаговременно к реализации этого проекта, все поставленные цели были, практически все, можно сказать, были реализованы по той причине, что буквально 3 объекта не смогли реализовать в части капитального ремонта или проведения именно реставрационных работ. Такие объекты, как особняк Поносовых-Молох, это на Карла Маркса, всем известный археологический музей Института этнографии и археологии располагается там. Но, тем не менее, разработана научно-проектная документация, то есть наработки или потенциал на сегодняшний день сохраняется, и, естественно, мы будем в последующем реализовывать. Такие, как главпочтамт, который является объектом культурного наследия, это федеральной собственности, соответственно, федерация также откликнулась и пошла по пути реставрации объекта. Это Башпотребсоюз. За год до этого МВД по Республике Башкортостан также провела реставрационные работы комплексные. По сути, затронуты были многие улицы. Это не только Ленина, это по улице Коммунистической, Достоевского, Карла Маркса, Дом офицеров, который, на мой взгляд, был достаточно плачевного состояния, внешний облик у нее. И, соответственно, цели, которые ставили, были достигнуты. И, наверное, мало кто обратил внимание, именно совместно работая с администрацией города Уфы, были максимально демонтированы вычурные вывески учреждений, которые находились или располагались, или располагаются в объектах культурного наследия. А вот говоря об улице Октябрьской революции, мы с вами знаем, что там была проведена большая работа, и реконструировали полностью дорогу, инженерные сети модернизировали. Там даже работали археологи, находили интересные раскопки. По поводу все-таки домов, немало там тоже культурных объектов, а именно объектов культурного наследия. Что по ним известно, что можете сказать? Буквально 3 года назад по поручению главы республики Ради Фаритовича было принято решение о том, что мы единственный, практически, можно сказать, в Российской Федерации город-миллионник, у которого отсутствует пешеходная улица. И по поручению Ради Фаритовича была поставлена задача проработать именно вопрос создания такой улицы. Кто-то считает пешеходной улицей вот этот отрезок Ленина от Валиди до Пушкина, но здесь по рекомендации Ради Фаритовича пошли по пути того, что Октябрьская революция, она, так скажем, в большей степени будет пешеходной. Да? То есть планы были амбициозными, но реалии, которые сталкиваются в процессе работ с объектами культурного наследия, они диктуют именно корректировки. Если по замыслу было то, что к 450-летию улица преобразится, объекты культурного наследия будут восстановлены, то именно в рамках проведения работ, связанных с сетями, с модернизацией проезжей и пешеходной части улицы, внесли свои коррективы. По той причине, что многие не знают о том, что по улице, именно вот на этом отрезке по улице Октябрьской революции отсутствовали ливневые канализационные сети. Соответственно, это повлекло задержку по времени, и привлечение ресурсов именно для создания и модернизации этих сетей. На сегодняшний день ведется работа по разработке научно-проектной документации по каждому объекту. А следует отметить, что на Октябрьской революции порядком 70 объектов, носящих статус культурного наследия. В какой-то степени в рамках 450-летия были проведены реставрационные работы. Это от пересечения улицы Ленина до улицы Цюрюпа. Практически все объекты, гости и жители Уфы наверняка видели, что они преобразились, они посвежели, они стали как будто бы моложе. Следующий же, конечно, проект реализации — это от улицы Цюрюпа практически до проспекта Салавата. Уже на сегодняшний день на стадии завершения, практически завершены разработка научно-проектной документации
на 8 объектов. Поэтому в этом году планируем уже выходить на реставрационные работы на эти объекты. Ну и сам проект подразумевает не только модернизацию сетей, но и реставрацию объектов, но и благоустройство прилегающей территории. По замыслу Ради Фаритовича там должно быть удобно и комфортно абсолютно везде. То есть не только на пешеходной части, но и гости могли бы пройти, погрузиться во внутреннюю атмосферу, в дворики этих домов, усадеб и так далее. И давайте все-таки коротко, вот, что остается сделать в Уфе в этом году, 25-м, какие планы, и что вот откроется в ближайшее время, что закончит реставрировать, расскажите. Планы амбициозные. Доходный дом Капкановых, это в Илиде 67. Он не просто внешне, пока что внешне преобразился, он, по сути, там проводятся работы не просто реставрационно, а реконструкция. Именно приспособление данного объекта к современному использованию. По нашим планам, по нашим замыслам, что в этом году эти работы завершатся. Была высоко поднята планка в прошлом году, поэтому в этом году грех ее опускать. И когда есть заинтересованные стороны, мы только ратуем за совместную работу в части созидания. Ну а из последних, наверное, все жители Уфы, Республики Башкортостан и за пределами ее видели дом Поликарповых. Буквально с 70-х годов 20 века данный объект культурного наследия стал домом Союза писателей Республики Башкортостан. Там было рождено много произведений, много таких знаковых, как «Эфе Юкаляря», и все, даже на оперативном совещании в понедельник у Ради Фаритовича слышали о том, что дано поручение создания нового сквера, новой точки притяжения, новой точки создания поэм, каких-то произведений именно в духе того, как прежние руководители и члены Союза писателей созидали в этой локации. Данный дом помнит и Назара Нажми, и помнит Мустая Карима. Поэтому, по сути, это дважды сакральное место. Благодарю, Салават Назирович. А я напомню, у нас в гостях был начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан Салават Кулбахтин. До свидания и до скорой встречи.